Салям алейкум, здравствуйте. В эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абибулаев о главных событиях на сегодня. Строительство главной соборной мечети Крыма планируют закончить до конца года. Сейчас строители усердно трудятся над возведением минаретов и основного купола. 4 года без маршрутки, сквозь пыль, грязь, жару и снежные бури. Жители дачных массивов за Симферополем жалуются на отсутствие транспорта. Еще один солдат вернулся с Великой Отечественной войны. 74 года родственники Рисуля Белялова не знали о его судьбе. Это стало возможно благодаря публикации в социальных сетях. В Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия вспоминали легендарного актера, народного артиста Крымской ССР Хайри Мирзаде. Вечер памяти посвящен 125-летию со дня его рождения. Разборки водителей на дорогах полуострова. Сегодня в социальных сетях попало видео ссоры автомобилистов в Севастополе. Как сообщают очевидцы инцидента, машина Рено на средней скорости ехала по городу с прицепом, а за ней между тем следовал Форд, водитель который неоднократно сигналил, видимо, требуя двигаться быстрее или же освободить дорогу. Видеорегистратор запечатлел момент, на котором водитель Форда резко обгоняет авто с прицепом, подрезает его и останавливается прямо на дороге. Лихач выходит из авто и подходит к оппоненту. С криками резко толкает его водительскую дверь, не давая второму автомобилисту даже покинуть машину. Между тем, водитель Рено не растерялся и щедро полил обидчика из газового баллона. В результате слезоточивый газ попал в глаза обоим мужчинам. В свою очередь, водитель Форда схватил из багажника арматуру. Видеорегистратор зафиксировал звук удара, а после этого запечатлел вооруженного арматурой мужчину. Пока он протирал глаза, хозяин Рено уехал с места конфликта и продолжил путь. Министр транспорта Крыма Игорь Захаров написал заявление об увольнении. Об этом сообщил сегодня журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов. Задачи, которые стоят перед Министерством транспорта, все понятны. К сожалению, мы видим, что ни один министр, к сожалению, работу организовать на должном уровне не смог. Поэтому, понятно, и коллеги говорят, что вот там частая замена. Я не могу по 7-8 месяцев, в данном случае, просто сидеть и ожидать, когда же, в конце концов, мы столкнем с места процессы, которые сегодня необходимы всем. В том числе, я еще раз говорю, это ликвидация пробок в Симферополе, в Ялте, оптимизация движения маршрутных такси и так далее, то есть проведение конкурсных процедур. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил свое мнение по поводу создания аналога Телеграма. Специалистами госкомпании «Крымтехнологии» уже разработан отечественный мессенджер под названием «Диалог-М». Приступили к тестированию. Нет, с точки зрения технических деталей, я думаю, что вам лучше обратиться все-таки к Полонскому Дмитрию Анатольевичу, они разработчики. Я, к сожалению, не силен, в нюансах того, как работает эта система вообще, и какой функционал будет, какие задачи будут там конкретно выполняться. То есть вот здесь вам детализацию, не скажу. Поддерживаю, в общем, создание любых новых инструментов, которые позволят более широко информировать население о том, что происходит в Республике Крым. Не только в Крыму, но и в Крыму, я думаю, что и по стране тоже есть такая необходимость, целесообразность. А как относится к блокировке Телеграма на полуострове, мы узнавали у крымчан. Не особо повлияло, я не сильно им пользовался. Думаю, на друзей моих очень сильно повлияло, но не думаю, что это особая потеря. Это может принести какие-то трудности к доступу, небольшие, какой-то категории населения, которая плохо пользуется интернетом, не умеет искать нужные вещи. Да. Вряд ли меня это как-то коснется, потому что у меня Телеграма нет, я им не пользуюсь. Я им не пользуюсь, да, в основном. Я тоже не пользуюсь. Я не знаю, что это такое. Строительство главной соборной мечети Крыма планируют закончить до конца года. Сейчас строители усердно трудятся над возведением минаретов и основного купола. Крупнейший и значимый объект полуострова проинспектировал депутат Госдумы Руслан Бальбек. Все подробности далее в сюжете Султаны Истакаевой. Геодезисты, сварщики, бетонщики ответственно и усердно возводят важнейшие элементы соборной мечети. Кропотливая работа на высоте в 35 метров требует ювелирной точности. Главную мечеть полуострова будут украшать 4 минарета из белого бетона, каждый высотой 50 метров. Уже буквально через неделю установят 9-метровые свинцовые конуса. Сейчас минареты уже подняты до 8-го этажа. Одновременно на площадке ведутся работы и по установке главного купола мечети. Подрядчик обещает к концу июня завершить основные своды культового сооружения. С учетом технологий. Технология сложная. На самом деле не раньше середины июля. Самое главное, чтобы не отразилось на сроках.
А вот строительство административного здания и гостевого домика идет с опережением графика. Кровля практически завершена. Ведутся работы по прокладке инженерных сетей. Уже на следующей неделе начнут устанавливать окна. Коммуникации, то есть система пожаротушения, вентиляции, кондиционирования. За грандиозным строительством внимательно следят Духовное управление мусульман Крыма и представители власти. Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек заверил, знаковый объект будет сдан в срок, в 5-ю годовщину Дня возрождения реабилитированных народов Крыма. 21 апреля в 2019 году, в годовщину издания указа президента, соборная мечеть, вот это, наверное, красивейшее архитектурное решение, вот этот культовый объект, который никогда не увенчал наш полуостров, наконец-то будет реализован, и на открытие смогут прийти все мусульмане Крыма, гости полуострова, все крымчане порадоваться за мусульман Крыма. Самое большое культовое сооружение Крыма площадью почти 1400 квадратных метров сможет вместить до 6000 человек и станет центром консолидации всех мусульман полуострова. Султания Ситакаева, Эрвин Эмиралиев, телеканал Миллет. Служба финансового надзора Крыма выявила финансовые нарушения на 33 миллиона рублей в Крымско-Татарском государственном академическом музыкально-драматическом театре. Об этом сообщила пресс-служба Крымфиннадзора. Нарушение касается выплаты зарплаты и стимулирующих надбавок, завышения балансовой стоимости нефинансовых активов. Кроме того, за счет субсидий из бюджета Крыма была проведена оплата коммунальных услуг, хотя оплачивать их надо на средства от приносящих доход деятельности. По результатам проверки учреждению направлено представление об устранении нарушений, составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении руководителя и главного бухгалтера. Кроме того, о выявленных нарушениях сообщили в Минкульт, прокуратуру, инспекцию по труду и Минимущество Крыма. 4 года без маршрутки, сквозь пыль, грязь, жару и снежные бури. Жители дачных массивов за Симферополем жалуются на отсутствие транспорта. Все подробности выяснял наш корреспондент Энвер Аблязиз. Пыль, грязь, но это еще полбеды, а зимой? А зимой ходить пешком минимум по 5 километров в день – целое испытание. В дачных массивах Эдельвейс и Трудовой, что по дороге в село Урожайное, на протяжении 4 лет проблема с общественным транспортом. И беда даже не в том, что он сбивается с графика или интервал движения большой. Маршруток просто нет. Это что такое в наше время? Автобуса нет. Дети здесь, столько много детей живут, в школу ходят, в садике, в больнице не могут. Люди ведут детей 4-3 года, 2 года ведут, а там идет с 3-го массива полный автобус. И он вот так показывает: до свидания, у меня полный автобус. Закон не предусматривает транспортное сообщение между кооперативами и дачными массивами, только между городами и населенными пунктами. Гражданам это известно, но заключить договор с частниками трудно. Отказываются по разным причинам. Плохие дороги, мало пассажиров, да и у председателя договориться почему-то не получается. Самая большая проблема, с которой мы столкнулись, это транспорт. Он уже в течение 4 лет не ходит на наш массив. Куда мы только не обращались, и райадминистрацию, и Аксенову, и многократно Министерство транспорта. Все, в общем-то, выслушивают нас, дают отписки, но решения никакое не принимают и нет помощи. В Министерстве транспорта отвечают кратко. Все зависит от желания людей, председателей массивов. Нужно лишь заключить договор с перевозчиком и самим установить маршрут и его периодичность. Поскольку садоводческие массивы, кооперативы не являются в данной ситуации населенным пунктом, то федеральным законодательством предусмотрена организация перевозок по заказу. Соответственно, для того, чтобы там работал и, скажем так, в том формате, в который нужен для людей маршрут, да, непосредственно руководители садоводческих массивов, там их не один, должны скооперироваться, определиться непосредственно с перевозчиком. Таких кооперативов и садоводческих товариществ в республике много, а проблема везде схожа. Как оказалось, решение простое – идти к председателю и перевозчику. Энвер Аблязиз, Магомед Нестуров, телеканал Миллет.
Лекарства от царской болезни крымские врачи сегодня присоединились ко Всемирному дню гемофилии. Это редкое и опасное заболевание несвертываемости крови. На полуострове, по официальным данным, этим недугом страдает 89 человек. Ежегодно лечение одного пациента обходится в 500 000 рублей. В российском Крыму эти расходы берет на себя государство. Это лекарство российского производства. Есть и зарубежные аналоги. Но они в разы дороже. Благодаря федеральной программе 7 высокозатратных нозологий лечение абсолютно бесплатно. Пациент действительно имеет дома постоянный запас препарата, который по назначенной схеме систематически себе колет внутривенно, и это позволяет ему жить обычной жизнью без эпизодов кровотечения. Также хочется отметить внимание на том, что растет количество именно синтетического фактора, то есть рекомбинантного. Это позволяет снизить количество инфицированных пациентов. Потому что тогда, когда вводился биопрепарат, то есть тот же криопрецепитат, высока угроза была инфицированности тем же гепатитом С. На сегодняшний день с каждым днем таких пациентов все меньше и меньше. Царская болезнь, такое название гемофилия получила благодаря многим звучным именам из королевских династий Европы, представители которых страдали этим наследственным заболеванием несвертываемостью крови. В России оно стало широко известно из-за болезни цесаревича Алексея. Болезнь наследственная, большинство ей подвержены мужчины, а передается по женской линии. На очередном конгрессе гематологов мы услышали, что планируется регистрация нового препарата, который будет вводиться подкожно, что облегчит еще больше жизнь нашим пациентам. Еще у нас есть тяжелые пациенты, которые требуют особого подхода и особого лечения. И даже для них будет найдено, и первые испытания проводятся генной терапии, когда на генетическом уровне будет возможно изменить судьбу этого человека. А это, поверьте, очень важно, когда люди не будут привязаны к инъекциям. Расстрелянное поколение. 80 лет назад во дворе Симферопольской тюрьмы были расстреляны 17 человек крымско-татарской интеллигенции. Среди них были участники революционных событий, члены Курултая и правительства Крыма. Долгое время о них ничего не было известно, но уже сегодня в Крыму ученые стали вести свои исследования. С помощью архивов некоторые сведения и имена людей стали известны. Сегодня в библиотеке имени Гаспринского рассказали истории о своих близких и почтили минуты молчания погибших в 1938 году. Хотим показать и рассказать о новых именах, которых до этого не было известно, потому что к нам приходят их родственники, приходят люди, у которых тоже есть какие-то интересные сведения. И они приходят, здесь рассказывают, и из этого получается, что наша библиотека пополняется еще многими документами, которые впоследствии тоже будут очень востребованы в написании каких-то работ. Еще один солдат вернулся с Великой Отечественной войны. 74 года родственники Рисуля Белялова не знали о его судьбе. Это стало возможно благодаря публикации в социальных сетях. Поисковики из Керчи обратились в муфтият Крыма. Благодаря публикации родные Рисуля нашлись. С родственниками найденного солдата общалась и наш корреспондент Айше Шулакова. Своего родного брата 89-летний Нури Белялов искал всю жизнь. В последний раз он его видел в 1941 году. Тогда 19-летний Рисуль одним из первых ушел на фронт. С тех пор и оборвалась связь с братом. После того, как он ушел в армию, его перевели на границу с Польшей в танковые войска. У него даже не было возможности прислать нам свое фото. Как-то прислал фото танка и подписал «Это мой танк». В последнем письме он написал, что они сейчас в Харькове. Целых 74 года родной брат Нури пытался найти хоть какие-то сведения о фронтовике. Десятки писем в Москву, обращения в архивы, но все безрезультатно. Пока в начале апреля этого года внучатый племянник солдата Эрнест Кешви не наткнулся на публикацию в соцсетях. Очень сильно растерялся, связался с пресс-секретарем муфтията, с Зерой Мерсуин. Она мне передала информацию о поисковой группе. Я благодарен всем тем, кто, скажем, остался к этой ситуации не безразличен. Спасибо всем огромное. Спасибо, как говорится, за возвращение нашего родственника домой.
Оказалось, Рисуль Белялов погиб в плену в апреле 1944 года на другом конце страны в немецком концлагере на Кольском полуострове в Мурманской области. Его останки нашли поисковики 11 лет назад. Они же обратились за помощью в муфтият Крыма. Удалось найти карточку военнопленного с его фотографией. Практически никаких данных. Откуда, где родился, где призывался, какая должность, какое звание. Ничего нет, кроме как фамилии, имя, резон и дата рождения. И указано, что татарин. Публикация о поиске разлетелась по соцсетям моментально. Понадобились всего лишь сутки, чтобы найти семью погибшего в годы войны крымского татарина. Огромное спасибо тем людям, которые нашли брата и сообщили нам эту новость. Я очень обрадовался, зная, что смерти не радуются, но мы уже хотя бы знаем о судьбе Рисуля. Рисуль Белялов захоронен в братской могиле на воинском мемориале «Долина славы». Теперь его родные знают, где он покоится. 9 мая они поедут к нему на могилу, чтобы за него помолиться. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». Детский сад в Симферопольском микрорайоне Фонтаны скоро примет своих воспитанников. Объект почти готов. Детский сад проинспектировал председатель комитета Государственного совета Республики Крым по межнациональным отношениям Идип Гафаров. Спортзал, игровые комнаты, кухонное помещение. Все оборудовано по последнему слову техники. Сейчас в здании собирается мебель, проводится генеральная уборка. Строительство детского учреждения на 260 человек по улице Эмель-6 проходит в рамках федеральной целевой программы. Объект уже сдан в эксплуатацию. Территория, прилегающая к детскому саду, практически полностью благоустроена. Уже установлены качели, горки и карусели. Запись малышей в новый детский сад уже открылась. Этот объект даст 60 рабочих мест. К объекту осталось подвести только подъездные пути. Детский сад практически на 100% готов. Остались некоторые штрихи, вот вы видели, там закрепить мебель, собрать где-то мебель, лавочки где-то там дополнительные установить. Хотя они все здесь находятся в состоянии сборки. И я думаю, через 10 дней здесь можно будет перерезать ленту. В Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия вспоминали легендарного актера, народного артиста Крымской АСР Хайри Эмирзаде. Вечер памяти посвящен 125-летию со дня его рождения. Почтить его память пришли деятели культуры и науки, студенты, жители и гости Крыма. Гостям показали презентацию о жизни и творчестве, фотодокументальную выставку, фильмы с участием Хайри Эмирзаде. Все подробности знает наш корреспондент Ферида Якубова. Это кадры из фильма «Алим». В нем роль легендарного героя исполнил Хайри Эмирзаде. В фильме он играет Алима Азамат-оглу. Это своеобразный крымско-татарский Робин Гуд. Именно благодаря этой роли Хайри Эмирзаде получил всеобщее признание. Если говорить о фильме «Алим», вспомнить рецензию, которая вышла на страницах периодической печати. В связи с колоссальным интересом к фильму «Алим», показ этого фильма будет идти сразу в 2 кинотеатрах. За 3 дня фильм «Алим» посетило 8223 человека. Хайри Эмирзаде родился в 1893 году в селе Дерекой Ялтинского уезда. В детстве он мечтал стать художником. Для этого юноша учился в Одессе и Санкт-Петербурге. Об этом писал его племянник Тимур Дахджи. Книгу про жизнь родного дяди он издал в 2013 году. Отец его, Хара Осман, был очень верующим человеком. В Дерекове у него был магазинчик, и он мечтал, чтобы Хайри стал муллой. Заставлял его Коран читать, а этот не любил. Он любил рисовать, убегал в горы и рисовал мельницы почему-то, ему очень нравились. В 20 лет актер начал играть в любительских кружках, затем в частных театральных труппах. Через 7 лет поступил на службу в Татарский государственный театр. Там работал до поступления в Московскую киностудию Госкино. После этого перешел в Украинскую киностудию до 1930 года. В этом же году Хайри Эмирзаде пригласили в Бакинскую киностудию. Там он работал актером до 1947 года. Мой сын Расул сказал Беку: «Зачем, Бек, крестьян обижаешь?» Его профессиональная деятельность длилась 25 лет. За это время Хайри Эмирзаде снялся в 35 картинах. Он умер в 65 лет в Баку. На похороны приехала интеллигенция, кинорежиссеры, родные и близкие легендарного актера. В его честь назвали улицы в Симферополе и в Евпатории. Мы, конечно, с большим таким пиететом создали эту экспозицию. И хотелось бы, чтобы
на протяжении всего года мы проводили какие-то мероприятия, связанные с этой легендарной личностью. Посетить выставку можно до конца апреля. Желающие могут оставить заявку в музее и посмотреть полнометражный фильм «Алим», а также отрывки из фильмов «Сабухи», «Исмет» и других с участием легендарного актера. Ферида Якубова, Виталий Голубев, телеканал «Милет». Это были все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абибулаев. Хорошего вам вечера. Не переключайте телеканал «Милет». До новых встреч в эфире.